Сегодня мы расскажем, как древнее уйгурское государство Яркент в начале новой эры стало гегемоном уйгурского западного края. Древние уйгурские государства – Кашгар, Хатан, Куча и другие, словно разбросанные по пустыне жемчужины, на окраинах Таримской впадины, зажатые между Тяньшанем и Куньлунем. Ни одно царство не могло поглотить другое. Но было одно царство, которое стало возвышаться в начале новой эры – это Яркент. Сегодня это знаменитый уйгурский город, родина принцессы Аманисахан, возродившей 12 уйгурских мукамов во времена Яркентского ханства. В начале новой эры царства Яркент совершило то, что поразило все государства уйгурского западного края. Яркент стал гегемоном региона. Даже могущественные Хунну и империя Хань вынуждены были считаться с его положением. Как небольшому государству это удалось? Это была удача, отвага, или амбиции правителя царства Яркент просто попали в исторический момент. Сегодня мы разберем историю взлета древнего царства Яркент от начала до конца. Если посмотреть на карту уйгурского западного края, можно увидеть множество древних уйгурских государств, от 36 до 55 в разные периоды, зафиксированные хрониками Хау-Хань-Шу. Если представить государство уйгурского западного края как россыпь жемчуга, то Яркент стал той первой жемчужиной, которая начала собирать эту россыпь в единый комплекс. В то время в уйгурском западном крае соперничество империи Хань и могущественных Хунну продолжалось уже более 100 лет. После военных походов императора Уди династия Хань получила выход на запад, а древние государства уйгурского западного края оказались между Хунну и империей Хань в самом центре Шелкового пути. Но при последующих императорах Юанди и Чэнди мощь империи Хань пошла на спад, и их влияние на уйгурский западный край становилось все слабее. Особенно после прихода регента Ван Мана политика неудачных реформ привела к тому, что титулатура правителей западного края была понижена, а дань увеличена. Это вызвало взрыв недовольства правителей уйгурского западного края. Хунну воспользовались моментом и начали привлекать государство на свою сторону. Именно в этот момент Яркент вышел на первый план. Царство Яркент находилось на западной окраине Таримской впадины, у подножия Памира, на пересечении южной и северной ветвей Шелкового пути. На востоке находился Хатан, на севере – Кашгар. Положение было стратегически важным. Но настоящий подъем начался с человека, записанного в китайских хрониках по имени Янь, правителя царства Яркент. Он правил в начале нашей эры, как раз во время смуты регента Ван Мана и нового усиления Хунну. Янь поступил весьма расчетливо. Он сделал то, на что другие правители уйгурского западного края не решались. Он стал лавировать между Хунну и империей Хань. Формально он признавал верховенство Хунну и регулярно платил дань, но тайно поддерживал связь с представителями империи Хань. Он даже отправил сына в Чиньянь, столицу империи Хань. Это был крайне рискованный шаг, ведь в случае раскрытия сотрудничества с империей Хань, Хунну могли уничтожить Яркент. Но расчет Яня оправдался. Он понимал, что империя Хань рано или поздно вернется, и от нее зависит торговля шелком. При его жизни царства Яркент уже стал заметной силой на южном участке Шелкового пути в уйгурском западном крае. После его смерти престол занял сын Кан. Он оказался еще решительнее отца и не только продолжил поддерживать связь с империей Хань, но даже направлял войска против Хунну. Согласно хроникам, в 25 году новой эры Кан объединил несколько десятков малых государств уйгурского западного края для противодействия Хунну. Особенно интересно, что сам Яркент тогда был небольшим государством, с населением всего в несколько десятков тысяч, а войско насчитывало пару тысяч воинов. И все же Кан сумел призвать другие государства. Почему? Потому что он выступал от имени империи Хань. Хотя военное могущество империи Хань ослабло, торговля с Китаем не прекращалась. Империя Хань ассоциировалась с упорядоченной и выгодной торговлей. Кан позиционировал себя как представитель империи Хань. Кто сопротивлялся, того можно было обвинить в противодействии торговле на Шелковом пути. А что же в это время происходило в Китае? Император Гуаньюди только что восстановил Восточную Хань и был занят объединением Китая. В 29 году Кан отправил посланников, перешедших через Памир и добравшихся до столицы Лаяна, чтобы наладить с императором Гуаньюди поставки шелка и увеличение торговли через уйгурский западный край. Гуаньюди одобрил его политику и пожаловал ему два титула – Хань Шачет Зиньгун Хуайдеван и Сиюйдадувэй,
ханьский царь Яркенда, учреждающий заслуги и лелеющий добродетель, а также полномочия духу уйгурского западного края, высшего военного и административного титула империи Хань. Но император Гуань Юди не прислал ни одного солдата, лишь дал официальное признание. Кану как раз и нужен был этот статус, а не китайские войска. Получив титулы и поддержку императора Хань, Яркент мгновенно приобрел официальный авторитет. Другие уйгурские государства видели, за Яркендом стоит империя Хань и торговые преференции. Поэтому многие государства уйгурского края присоединились к царству Яркент. За более чем 20 лет правления Кан превратил Яркент в одного из лидеров Союза государств уйгурского западного края. Но настоящий расцвет пришелся на время его сына Сяня. Амбиции Сяня были еще больше, чем у отца и деда. Вступив на престол, он уже не хотел быть лишь лидером Союза. Он стремился стать единоличным правителем всего уйгурского западного края. В 46 году новой эры Сянь внезапно напал на западного соседа – Кашгар. Кашгар был крупным государством на северном участке Шелкового пути, но Сянь внезапной атакой захватил его правителя и разделил это царство, поставив во главе своих людей. На этом он не остановился. Он двинулся на Хотан, Гума, Куча и другие государства в уйгурском западном крае. Согласно хроникам, за время правления Сянь были подчинены почти все крупные государства в уйгурском западном крае. После победы он смещал прежних правителей и ставил своих сыновей или племянников. Но эти государства не смирились с таким господством царства Яркент. Царство Куча, потерпев поражение, несколько раз объединялось с Хунну для контрударов. Но у Сяня был сильный козырь, у него были документы и печати, полученные от империи Хань. В своих походах он мог заявлять, что действует по воле императора Хань. Многие малые государства уйгурского западного края еще сохраняли уважение к империи Хань, а главное, зависели от торговли шелком из Китая. Поэтому их военное сопротивление было неактивным, получая взамен торговые преференции. Кроме того, Сянь действительно был способным военачальником. Он использовал положение царства Яркент на пересечении южного и северного участков Шелкового пути, что позволяло быстро перебрасывать войска из одного участка в другой. И это давало ему серьезное военное и торговое преимущество. К 50 году новой эры Сянь уже контролировал значительную часть уйгурского западного края, а китайские источники сообщают, что он провозгласил себя Шаньюй. Это было крайне вызывающим шагом, поскольку Шаньюй был сакральным титулом верховного правителя Хунну. Империя Хань столетиями воевала с Шаньюями Хунну, да и сами Хунну не потерпели еще одного Шаньюй. Но амбиции Сяня на этом не закончились. Он направил письмо императору Хань с предложением официально присвоить ему титул духу всего уйгурского западного края. Это высший китайский военный и административный титул. Хроники Хау Ханьшу свидетельствуют, в 41 году нашей эры Сянь отправил посольство в столицу Лаян с дарами и повторной просьбой выдать ему титул «Всеохраняющий западный край». Император Гуань Юди удовлетворил просьбу и пожаловал Сяню соответствующую печать, иньшоу и знамена. Однако дуньхуанский губернатор выступил резко против, заявив, что нельзя доверять такую власть, и это разочарует другие государства. Император передумал, отправил новый указ, приказав забрать печать Всеохраняющего и заменить ее на печать ханьского великого полководца. Когда ханьские чиновники попытались обменять печати, послы Сяня наотрез отказались. Тогда у них силой отобрали печать и знамена. Этот инцидент послужил причиной для дипломатического скандала и падения авторитета императора Хань. Хау Ханьшу пишет, с этого момента Сянь затаил обиду, но все равно объявил себя великим всеохраняющим, разослал грамоты во все царства, и все царства ему подчинились. С этого момента межгосударственные отношения царства Яркент с империей Хань стали резко ухудшаться. Тогда 18 государств уйгурского западного края отправили в столицу империи Хань, Лаян, своих сыновей, умоляя оставить их при дворе в качестве почетных сыновей. Это была традиционная практика. Они надеялись, что Сянь, узнав об этом, подумает, что за ними стоит империя Хань, и остановится. Но император Гуань Юди отослал их обратно, фактически бросив на произвол судьбы. Сянь начал укреплять и расширять свою власть. Он создавал административные структуры, размещал в подчиненных государствах чиновников и военных представителей,
а также требовал, чтобы князья отправляли своих сыновей ко двору в Яркент для службы и в качестве гаранта верности. Такая система просуществовала около 10 лет. Восстание началось в Хотане. Хотан был крупным государством на южном участке Шелкового пути. После его покорения прежнего правителя сместили, а Сянь поставил во главе своего сына. Но тот начал проводить жесткую политику и вызвал недовольство населения. В 61 году новой эры местный полководец Сюмоба поднял мятеж, убил сына Сяня и нанес Сяню сокрушительное поражение. Хотанцы посадили на трон своего царя Гуанде, и тот, воспользовавшись ослаблением Сяня, пошел на него войной. Сянь бежал, но вскоре попытался взять реванш и снова был разбит с огромными потерями. Сянь был вынужден смириться, вернул отца Гуанде и отдал за него свою дочь. Однако это не помогло. Хотанский царь заманил Сяня в ловушку, пленил его и через год казнил. После гибели Сяня в уйгурском западном крае началась ожесточенная борьба между государствами. Когда известие о смерти Сяня распространилось, Кашгар, Куча, Крарайна и другие ранее подчиненные государства начали восстание и объединились с Хунну против сыновей Сяня. Яркент был окружен. Сыновья Сяня оказывали сопротивление, но внутри государства начался раскол. Гегемония царства Яркент рухнула. Хунну воспользовались моментом и поставили удобного им правителя, но контролировать ситуацию не смогли. К 200 году нашей эры Яркент уже стал обычным небольшим государством, но история этого славного города не закончилась. Через 1300 лет Яркент станет столицей Яркентского ханства, блестящим центром уйгурской цивилизации, где принцесса Аманисахан возродит знаменитые 12 уйгурских мукамов.